Соревнования проходили с 9 по 11 марта в городе Агадир. Во второй день турнира на стадии 1/4 финала на татами вышел российский спортсмен, олимпийский чемпион 2016 года Хасан Халмурзаев. Ему противостоял опытный дзюдоист из Турции Ведат Албайрак. Оба участника выступают в весовой категории до 81 килограмма. За все время схватки фаворит турнира Хасан Халмурзаев хорошо контролировал своего соперника. Но под конец встречи, к удивлению многих, турецкому спортсмену все же удалось провести бросок и заработать 1 очко, тем самым победив в схватке. Следующий поединок был за 3-е место, и против Хасана вышел спортсмен из Германии Доминик Россел. Далее следовала долгая и тяжелая схватка, в результате которой российский спортсмен проводит прием иппон, благодаря которому со счетом 10-0 становится бронзовым призером в своем весе. В этот же день на татами также выступил бронзовый призер чемпионатов мира 2011 и 2014 годов Муса Магушков. Он боролся в весе до 73 килограмм. В полуфинале ему противостоял украинец Дмитрий Каневца. После непродолжительной борьбы Муса уверенно одержал победу и со счетом 1-0 выходит в финал, где он уже встречается с дзюдоистом из Турции Белялом Челоглом. Схватка выдалась напряженной, наш спортсмен всячески атаковал соперника, но, к сожалению, уступил 1 очко и не смог взять золото. В результате еще одна серебряная медаль отправляется в копилку сборной России. Третий финальный день соревнований все же порадовал российских болельщиков наградами высшей пробы, одной из которых принадлежит призеру чемпионата России и чемпиону Европы Хусейну Халмурзаеву, выступающему в весовой категории до 90 килограмм. На радость своим фанатам наш дзюдоист провел 3 встречи и победил в каждой из них. В последней схватке против Хусейна вышел опытный борец из Швейцарии Сирол Гроссклаус. Оппонент Хусейна пытался всячески побороть его и даже запутать обманными движениями. Но наш спортсмен не из робкого десятка и зрелищным борском с легкостью положил соперника на маты. Таким образом, Хусейн Халмурзаев стал победителем и принес сборной России очередное золото. По результатам всех выступлений российских участников, сборная России заняла 1-е место в общекомандном зачете. По словам представителей тренерского штаба, подготовка ингушских спортсменов к этому турниру шла более 3 месяцев и проходила в несколько этапов. Первый этап это была подготовка в Адлере, потом они уехали в Германию. После Германии сразу переехали в Марокко, и там уже последний этап подготовки, там тяжелая качка у них была, потому многие наши зрители, наверное, подумали, что наши спортсмены были в какой-то неформе, но это не так, потому что они боролись под нагрузкой. Была определенная нагрузка, и под этой нагрузкой они уже участвовали. Смотря на эту нагрузку, которую они проводили и как они выступили, мы считаем, что они очень удачно выступили. Эти соревнования стали одними из серии турниров, проводимых в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы, который пройдет в конце апреля в Израиле. Микаэл Тангиев, Новости 24.